Загадочная смерть солдата в Мургабе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как молодой человек добровольно ушел в армию и оттуда уже не вернулся. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Сообщаем о смерти призывников, проходящих срочную службу в таджикской армии. Родителям скончавшегося в армии солдата Раджабали Назарова утром 21 апреля передали его тело. Официальная причина смерти 19-летнего жителя села Каджаравут, района Деваштич, названа острая почечная недостаточность, однако родные утверждают, что заметили на теле солдата следы побоев. До сих пор власти никак не комментируют причины смерти парня. Брат Раджабали Назарова 21 апреля сказал, что сотрудники местного военкомата привезли тело в 10:20, а в 11 часов состоялись похороны. Когда омывали тело, мы заметили, что нос и губы были синими от побоев, на теле имелись ссадины и кровопотеки. На подзатыльнике глубокая рана, сказал брат солдата. По его словам, семье сообщили, что солдат ушел из жизни от острой почечной недостаточности. При этом отец убитого не верит в естественность смерти молодого сына. Родные Раджабали Назарова не верят в эту версию. Если парень скончался от острой почечной недостаточности, то откуда у него следы побоев, спрашивают они. Брат был совершенно здоров, когда его забирали в армию. Разве могли призывать в армию человека с болезнью почек, спрашивает Абдухафизи Гаибназар. А вы как считаете свои ответы, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Тем временем Ахрор Набиев, глава села Каджаравут, заявил, что по его сведениям, солдат скончался от сердечного недуга. Мне сказали, что в высокогорном Мургабе из-за сурового климата солдат задохнулся, в результате чего у него остановилось сердце. Правда, заключение врачей о смерти парня мне не показали, сказал он. В заключении врачей, копия которого оказалась в распоряжении местных СМИ, сказано, что смерть наступила в результате отека головного мозга, отека легких, острой дыхательной недостаточности и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Раджабали Назаров осенью прошлого года добровольно ушел в армию. Первые полгода служил в Васейском районе. Неделю назад его перевели в воинскую часть, расположенную в Мургабском районе Гбао. Отец и один из братьев Раджабали Назарова, которые находились на заработках в России, услышали трагическую весть на пути в Таджикистан. Абдухафизи Гаибназар говорит, что семья решила обратиться в прокуратуру для проверки обстоятельств смерти солдата. Мы уже не раз спрашивали экспертов о том, как нужно реформировать армию, чтобы не допустить подобного в будущем. Очевидно, советы Министерства обороны Таджикистана не нужны. Офис гражданских свобод, правозащитная организация, занимающаяся защитой прав военнослужащих в Таджикистане, подсчитала десятки случаев издевательств над призывниками в период 2015-2019 годов, в том числе и 10 случаев смерти. Как вы думаете, это одна из них? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мы будем следить за развитием этих событий. Каждый раз военное ведомство Таджикистана скрывает факты трагедии, и только упорство родителей и солидарных с ними негосударственных средств массовой информации позволяет узнать правду о произошедшем. А пока у нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.